Здесь-то все понятно. Ты пешка и пешкой закончишь, если не сыграешь. Правила ясны. Бери сколько дали, отдай сколько нужно, разницу себе. Вопрос в том, у кого какая разница. А ты всерьез намерен выиграть? А почему нет? Таких, как я, много, мы и есть игроки. Потому что по одну сторону от нас реальное быдло, за которое думает телевизор, а по другую та сила, которая нас самих считает говном и быдлом. В стойле хотят, чтобы мы о них заботились. Но сами на себя давно уже болт забили и пальцем о палец не ударят. А у кого в руках реальная власть, давно стали богами. Сидят настолько высоко, что не видят в нас ни серьезного врага, ни надежного друга. У них одна проблема – они не бессмертны. Остаемся только мы. Где-то ты выгоден мне, где-то я тебе. Каждый играет в свою игру. Ты думаешь, ты игрок? Подражаю великим. Посмотри на власть. Они особо не церемонятся, показывают народу несколько зажигательных спектаклей. Раз в 2 месяца дают выпустить пар. Выборы, поздравления с Новым годом, построение нано-будущего, Олимпийского царства и футбольного государства. People хавает и счастлив. Но когда у народа дыра в кармане и совсем жрать нечего, кто виноват? Тут уже не до водки с футболом, тут нужна жертва. И власть народу эту жертву, будь уверен, предоставит. Нас с тобой, понимаешь? Вот и получается игра такая. С одной стороны народ, которому насрать на себя, а с другой власть, которой насрать на народ. А посередине мы с тобой, которые вроде как что-то должны, но кому и что? Непонятно. Святая простота. Ты наивнее, чем кажешься. Ты правильно говоришь. Мы с тобой намазаны как масло между тонким слоем икорки и заплесневелым батоном хлеба. Ты мне одну сказочку напомнил. Жил-был волк, зубами щелк. А рядом жил лис, весь при делах и в шоколаде. И вроде росли вместе, и в класс в один ходили. А теперь классы разные. У лиса не жизнь, а сказка. Подходит как-то волк к лису и говорит: научи, чё как. Замаяло меня, хочу жизни по-взрослому, хочу жить, как ты. Что делать, расскажи. А лис ему отвечает: не ссы, пристрою куда надо, работа не пыльная, сиди себе в кресле и потихоньку рыбку таскай. По правилам. Не суетись, бери где помногу, где помалу, все сгодится. И вот сидит волк, глазами по сторонам зыркает, и вроде все так делают. И у него получается. И большую рыбку вытащит, и поменьше. Но как-то раз лис за долей приходит, а волк ему и говорит: извини, кум, что-то у меня рыба от хвоста не отлипает. А лис взял и отлепил. Хвост отрубил без наркоза и отлепил. Хорошо еще рыбка не клюнула. О, как бывает, если играешь по чужим правилам. Что ты мне тут сказки рассказываешь? Ты, может, выход знаешь, если такой умный? А вот выход, коллега, там же, где и вход. Из игры пора валить. Ты посмотри, деньги у нас есть, а что толку? В этой стране делать нечего. Здесь алкоголиков и дебилов больше, чем во всем мире людей. Экология ужасная, образования нет, нано будущего тоже. Тут без вариантов валить и забыть, как страшный сон. Валить? Да кто тебя отпустит? Ты этот сон не забудешь, потому что он тебе никогда не даст проснуться. У нас есть деньги. Только чьи это деньги, подумай, твои? Ты можешь их потратить, вывести, легализовать, детям передать. Не обманывай себя, не будь народом. Ты в капкане, и он разожмет свою пасть только тогда, когда ты сдохнешь. Мы с тобой можем откупиться от уголовного дела, купить особнячок, машины, нанять детям дорогих репетиторов, но не больше. Ты будешь крутиться в колесе, век воли не видать, а система будет ехать. Давай-ка теперь я тебе сказочку расскажу, коллега. Жил-был один такой умный. Устроился на работу, обустроился и покатился себе тихонечко по жизни. Осмотрелся, покатился быстрее. Выделили бюджет, он его грамотно распределил, получил по правилам. Обратно, ну и ты сам понимаешь. Зачем строить забор за 1 миллион, если можно гораздо дороже? Так он и крутился. По бумажкам все гладко выходило, где-то не вписывался, а где-то как по маслу. Раз поделился, от суда ушел, 2 поделился, от проверки ушел, так и пошло. Где попадался, делился и уходил. И однажды решил: хватит, я себе и детям заработал. Рисковать не хочу, все меняется, выхожу из игры. По-тихому, надо деньги вывести и валить. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, от гаишника, от прокурора, от налоговой ушел. А от тебя, лис, и подавно уйду. И чё? Чё? Отпустить его — чистый убыток для лиса. Вот он и остался. Лис прытких не любит, а тех, кто хочет выйти, с ними не церемонится. Футболят из налоговой в прокуратуру, из комитета в суд, выпотрошат и закроют. Доигрался, колобок. А ты чего молчишь? Алло, ты здесь вообще? Оставь его, он, кажется,
Спит. А что мне выступать? Вы вроде все по делу говорили. Я и не лез. Так вы чего хотите? Выиграть? Или не проиграть? Не проиграть. Да неважно. Как можно выиграть или не проиграть в игре, правила которые постоянно меняются и меняются не вами? Я вам тоже одну историю напомню. Выросла репка, большая-пребольшая. Начали ее дергать во все стороны. Вытащить не могут. Репка трещит, но не вылезает. И тут один умник говорит: а давайте-ка вместе ее схватим и подтянем в одну сторону. Схватились, тянут, подтянут. Вытащили репку. Сияет, как солнце, красивая, гладкая. Пока сидела репка, не доставалось никому. А как вытащили, всем хватило. Есть лишь один путь — договориться между собой и установить свои правила. Вот тогда и начнется наша